Здравствуйте, ребята! Меня зовут Анастасия Витальевна. Сегодня на уроке родиноведения мы с вами будем изучать дерево. Да-да, именно дерево. Посмотрите, какое оно у нас красивое. Ну что же в нем изменилось, ребят? Правильно, дерево у нас разделено на 4 части. Значит, мы будем изучать дерево в 4 времени года. А начнем мы с вами с первого времени года под названием зима. Что же мы знаем о зиме? Давайте для начала вспомним зимние месяцы. Это у нас декабрь, январь и февраль. Зимой с небес летят снежинки, землю укрывают пушистым ковром. Дни у нас короткие, а ночи очень длинные. Медведи сладко спят в своих берлогах. Зимой все как будто замирает. Деревьям зимой тоже очень холодно. Только елочки и сосны не расстаются со своими иголками. Животные тоже меняют свои шубки и надевают более светлые. Другие животные прячутся в теплые норки. Иногда зимой происходит снегопад. Присоединяется к нашему снегу очень сильный ветер, который не дает снежку опуститься на землю, а кружит его. Детишки одеваются в теплую одежду, и зимой взрослые дети катаются на санках, на коньках, лепят снежную бабу или снеговика, катаются на лыжах. Посмотрите на наше дерево зимой. Ветки у него голые, на них лежит снег. После зимы наступает весна. Давайте вспомним весенние месяцы. Это март, апрель и май. А что же происходит с природой весной? Снег становится рыхлым, подтаивает, темнеет, а сугробы оседают. Сосульки падают и разбиваются, поют звонкую песенку, капель. Возвращаются из теплых краев на родину перелетные птицы, грачи, скворцы и жаворонки. В начале весны еще холодно, лежит снег, но солнышко греет все жарче и жарче. И снег на солнышке начинает таять. Лед на речках тоже начинает таять. Он раскалывается на льдинки. Такое явление называется ледоход. Из теплых краев возвращаются наши птички. Вылезают из своих зимних домиков животные. Можно сменить теплые зимние одежды на более легкие. Для прогулки по лужам детки надевают резиновые сапоги. Начинает появляться свежая травка и первые цветы, подснежники. Посмотрите на наше дерево. Как оно изменилось. На ветках начинают набухать почки, на них появляются новые листочки, ну и, конечно же, дерево начало цвести. А теперь, ребята, я предлагаю вам немного отдохнуть. Проследите глазками за движением бабочки. На смену весне идет следующее время года, и называется оно лето. Лето – это самое любимое время года и взрослых, и детей. Давайте вспомним летние месяцы. Это июнь, июль и август. Летом дни долгие, солнечные и очень теплые. В жаркие дни бывают грозы с сильными теплыми ливнями. После ливня на небе сияет в солнечных лучах разноцветная радуга. Густые сочные травы украшают наши сады. Цветут рябина, малина и земляника. Звери заняты работой и заботой о подрастающих малышах. Птенцы подрастают, оперяются и начинают под присмотром родителей вылетать из гнезда. Над пушистыми цветами порхают бабочки, стрекозки и пчелы. В садах созревают яблоки, груши и сливы.
Много вкусных лакомств приготовлено для зверей. Сладкие ягоды, сочные травы, коренья и грибы. А что же с нашим деревом происходит летом? Давайте на него посмотрим. Посмотрите, ребята, какие яркие, сочные листья. А сейчас я хочу вам прочитать небольшой рассказ про лето. Только вот в рассказе будут допущены ошибки. Давайте мы их исправим вместе со мной. Слушайте очень внимательно. Ну вот, наконец-то и в мой лес пришло лето. Ух, ну и жарко же стало. Температура минус 35 градусов. Правильно, ребята? Нет, здесь, конечно же, ошибка. Летом температура может быть только плюс 35 градусов. Продолжаем. Солнце высоко поднимается над горизонтом и хорошо прогревает землю. А вчера я решил помочь рыбкам и сделал для них лунки во льду, чтобы им легче дышалось. Как вы думаете, правильно, ребята? Нет, конечно, здесь у нас с вами тоже допущена ошибка. Летом лунки во льду мы точно никак не сделаем. Продолжаем слушать. А еще я убрал опавшие листья, чтобы разбудить Михаила Потаповича из зимней спячки. Вот такая вот история. Ребята, вы нашли последнюю ошибку? Конечно же, опавшие листья летом мы с вами убирать не будем, а Михаил Потапович – это наш медведь. Будить его летом тоже у нас не получится. Молодцы! А теперь следующее наше время года. Называется оно осень. Давайте для начала вспомним осенние месяцы. Это сентябрь, октябрь и ноябрь. Что же происходит с природой в это время года? В начале осени созревают много овощей и фруктов. На полях собирают пшеницу и рожь, из которых потом пекут хлеб. Поэтому осень называют порой урожая. Птицы и звери делают запасы на зиму. Многие птицы собираются в стаи и улетают в теплые края. Часто идет дождь, дует ветер. Иногда в конце осени падает снег. Воздух чист и прозрачен, и в нем летают серебряные нити паутины. Это явление называется бабье лето. Дни становятся короче, и солнце уже не поднимается в небе так высоко. Листья на нашем дереве, посмотрите, ребята, меняют цвет. Из зеленых они превращаются в желтые, красные и светло-коричневые. Но ближе к зиме наше дерево вновь сбросит листву. День за днем проходит год, новый вслед за ним идет. Начинает год январь, он зимы холодный царь. В январе все деревья в серебре, все вокруг белым-бело, снега тут и там полно. Вслед за ним февраль идет, нам метели он несет, но недолго вьюгом выть, февралю недолго быть. К нам теперь спешит весна, уходить зиме пора. Тает снег и тает лед, март красавец к нам идет. Нелегко ему придется, будет он с зимой бороться. Во дворе звенит капель, значит, к нам пришел апрель. Птички песенки поют и подснежники цветут. За апрелем май идет, в мае все вокруг цветет, все зеленое кругом, и теплее день за днем. Вот уже совсем тепло, значит, лето к нам пришло. Наступил июнь, начало лета, все теплым солнышком согрето. В лесу поспела земляника, а в огороде вкусная клубника. В июле, летнем месяце втором, грохочет временами гром, а над цветущей полянкой летают пчелки с позаранку.
Теплый дождик поливает травку, и очень жарко. Месяц август наступает, всех плодами угощает. Груш и яблок урожай, сколько хочешь собирай. Вот уж листья пожелтели, дождик льется без конца. Это осень золотая, снова в гости к нам пришла. В сентябре, снова в школу детворе. На полях полно работы, убираем огороды. Шуршат листья под ногами, лес наполнился грибами. Дождь все чаще поливает, знать октябрь наступает. В ноябре то дождик, то холодный снег. Грустно и уныло на душе у всех. Улетели птички в теплые края. Скоро постучится в двери к нам зима. Вот все листья облетели, и опять спешат метели снегом белым замести дома. Снова к нам пришла зима. Начинается зима, каждый знает, с декабря. Завершает декабрь год, в конце месяца народ отмечает Новый год. Ну вот, ребята, мы с вами сегодня большие молодцы. Все задания выполнены. А теперь ваши домашние задания. В рабочей тетради на страничке 22 вам нужно раскрасить наше дерево в каждое из 4 времен года. И еще, ребята, вам нужно устно составить небольшой рассказ о вашем любимом времени года. Спасибо за урок. Я надеюсь, вам все понравилось. До свидания, ребята.